История войсковой противовоздушной обороны нашей страны – это 100 боевых и героических лет. Так совпало, что столетний юбилей войска противовоздушной обороны сухопутных войск отмечали в год 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Неоценимый вклад был внесен воинами-зенитчиками в успех боев, операций и сражений Великой Отечественной войны, когда отвага и самоотверженность, величайший патриотизм и верность военной присяге стали главными составляющими морального духа победителей. Многие тысячи из них награждены государственными наградами, 56 удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Славный боевой путь прошел и наш земляк, отважный сын Осетии и России, видный военачальник, известный ученый, опытный педагог, генерал-лейтенант артиллерии Виктор Асламурзаевич Гацалаев. За боевые и ратные подвиги был награжден 3 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 2 орденами Отечественной войны первой степени, 2 орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине» в Вооруженных силах, 13 медалями СССР и 9 медалями и орденами зарубежных стран. Ему 14 раз была объявлена благодарность Верховного главнокомандующего маршала Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина. За подвиги в боях дважды представлялся к званию Героя Советского Союза, но по разным причинам вместо звания Героя Советского Союза награждался боевыми орденами. «Герой без звездочки» называли Виктора Асламурзаевича в народе. Он никогда и нигде не говорил о своих подвигах, о военном времени. Очень неохотно, в том числе и мне. Только когда я уже под конец жизни попросил кое-что записать, кое-что сказать, диктофонную запись. Вот он сделал, и то рассказал не о всем, о чем он до этого как-то обмолвился, о чем рассказывали его сослуживцы, однополчане. Он считал героями на этой войне всех. Считал, что практически каждый человек был достоин звания Героя Советского Союза и не роптал по поводу того, что дважды ему это звание не было присвоено. Он был благодарен жизни, благодарен людям, которые его окружали. Самое отталкивающее в войне – это убивание людей, молодых людей, цвет народа, которых ты в глаза не знаешь, как противника, как врага. Но ты его убиваешь, как врага. На самом деле ты его никогда не видел, и вроде он тебе никогда ничего не делал. Ты не знаешь, что он тебе сделал. И второе, самое тяжелое, это последствия самой войны. Это огромное количество разорений. Прежде всего, душ людей, осиротевших, овдовевших. 10 сентября гвардии генералу-лейтенанту артиллерии Виктору Асламурзаевичу Гацалаеву должно было исполниться 100 лет. К знаменательной дате администрация местного самоуправления Иравского района провела ряд мероприятий. Мы сегодня находимся у памятника генерал-лейтенанту артиллерии Гацалаеву Виктору Асламурзаевичу. Дишаджила будешь. Вот этот математический уклад мышления, как мы знаем из источников, потом, после войны, даже находясь в составе Министерства обороны,
конкретно в войсках зенитно-артиллерийских, войсках противовоздушной обороны, он многое сделал и в теоретическом плане. Есть его участие, есть факты его участия личного в разработке новейших комплексов артиллерийских и уже современных зенитно-ракетных комплексов, которые потом испытывались и на полях Сирии, где сегодня снова бушует. Посмотрите, какая буря. Иристоне адан раггай нуривангадар сакаткин фуртан патсахадан лакчинада кабавдиста они иронх некат коттонца нурдарсана канунца и сондар иронх наозанца. Лакчинада бавдиста тугдимедага войфаште кут служба кота патсахадан эши уттакта был зубани кон саузары лабунак.
Селение Ноккау расположено в высокогорной Дигории. В этом населенном пункте у бедных крестьян-горцев Асламурзы Майрамовича и Зилаф Ацбаевны Гацалаевых 10 сентября 1916 года родился сын Виктор. Трудовая жизнь в семье горца начиналась рано. Суровое трудовое воспитание под руководством любящего, но требовательного отца прививало старшему из детей Виктору деловитость, вырабатывало настойчивость и трудолюбие, давало ему представление о том, как трудна доля горца-бедняка. В родном селе мальчик воспитывался в духе лучших горских традиций. Он понимал уважение к старшим, знал, что такое благородство, и, конечно же, родители прививали ему с детства любовь к родной земле. Эти высокие моральные качества Виктор Асламурзаевич Гацалаев пронесет через всю жизнь. Конечно, он много-много чего рассказывал. Жизнь в горах была очень трудной, особенно зимой, когда скотину выгонять надо, когда это надо было. Вот поэтому все приходилось делать ему. Ну, так как он был основным помощником отца, еще утром рано, зимой, когда холодно, летом-то еще, а зимой-то холодно, и до школы, пока он собирался в школу, он должен был по хозяйству ращить сел, выгнать скот, накормить, и еще надо смотреть, тогда еще часов не было, и надо смотреть на солнце, чтобы в школу не опоздать. В соседнем населенном пункте Зинага располагалась начальная школа Гуларского прихода. Здесь учились дети из 3 селений – Ноккау, Гулар и Зинага. Вместе со своими сверстниками посещал эту школу и Виктор Гацалаев. Огромное влияние на него оказал один из первых его учителей – выдающийся осетинский поэт Георгий Малиев. Именно благодаря авторитету Малиева удалось уговорить отца Виктора, чтобы он разрешил сыну продолжить учебу в Фаснальской школе колхозной молодежи. Это была огромная жертва со стороны отца, ибо он лишался основного работника и помощника в доме. Когда он был маленький, и он, как все дети любили в лес ходить, он пошел в лес, и там встретился с волком. Вот он это описал так, маленьким, и рассказывает, говорит, он мне смотрит в глаза, и я на него смотрю с такими глазами. Интересно, о чем думает он сейчас? Неужели он меня съест или нет? Вот такой. После этого, а когда Георгий вот это все рассказал, Георгий Малиев, он сказал, или ты будешь великим поэтом, или великим человеком. Окончив школу с отличием, Виктор с грустью и с тревогой покидал родные места. В 1934 году Виктор Гацалаев поступает на рабфак, который был открыт в те далекие годы при Северокавказском педагогическом институте города Орджоникидзе, а после него на физико-математический факультет Северо-Остинского государственного педагогического института. Виктор Асламурзаевич показывал большие способности в математике и физике, аналитический ум, умение решать самые сложные задачи не только по алгебре, но и другим наукам, жажда знаний, поиск наиболее оригинального подхода к решению математических задач. На его доклады в научной студенческой среде обращало внимание руководство не только кафедры, но и института. По окончании учебы с отличием он получил предложение остаться на кафедре алгебры и геометрии в качестве ассистента с последующим поступлением в аспирантуру. Позже его живой интерес к математике и, в частности, поиску оптимальных путей решения алгебраических задач и геометрических расчетов сыграет немалую роль в его военной биографии. Студент Гацалаев был не только отличником учебы, но и активным общественником, разносторонним спортсменом, был избран секретарем комитета комсомола института, достиг отличных результатов в гимнастике, полевой стрельбе, легкой атлетике, по военно-прикладному многоборью, даже входил в состав сборной института по каждому из этих видов спорта. Но особенно полюбил Виктор классическую борьбу. Еще в родном селе он любил помериться силами с мальчишками и был первым среди сверстников. В 1937 году Виктор Гацалаев становится чемпионом по классической борьбе Южной зоны РСФСР.
Из воспоминаний Бориса Дударовича Хуадонова, друга Виктора Гацалаева. Виктор боролся в полусреднем весе. На первенстве провел целый каскад приемов. 8 раз выходил на ковер. Быстро и легко укладывал своих противников на лопатки и завоевал звание чемпиона Северного Кавказа и Поволжья. До войны самой сильной командой в Советском Союзе была команда Ростовской области. Там были такие знаменитости, как Термалаев, Карапетян, Бугаев, Николаев и другие. Это были все почти чемпионами Советского Союза. И вот в 1937 году на спартакиаде Северокавказского края появилась новая команда. Новая команда – это была команда Северной Осетии. В составе, я, если не ошибусь, я скажу, что в составе Михаила Гладзе, Петра Тукаева, Бориса Хуадонова, Виктора Гацулаева, Виктора, я его фамилию чуть-чуть забыл, и в тяжелом весе, значит, боролся Мустафа Наков. Вот эта молодая команда тогда, которая приехала из Северной, они произвели такой фурор на этих соревнованиях. И в финале эта команда встретилась с командой Ростовской области, где были все звезды, все чемпионы страны в разных весовых категориях. И вот эту самую интересную встречу, финальную встречу, команда Северной Осетии выиграла убедительно. Это вообще такого никто не ожидал. И очень приятно, что одним из основных членов этой команды тоже был генерал Гацулаев. Жизнь в институте становилась все лучше и интересней. Виктор настойчиво готовился к защите кандидатской диссертации, очень гордился своей работой, осуществлением мечты детства. Но началась Великая Отечественная война. Виктор Гацалаев, как верный сын Отечества, в первые дни войны ушел добровольцем на фронт, хотя у него, как у научного работника, была бронь. Его срочно направляют в Москву на курсы воентехников зенитной артиллерии при артиллерийской академии имени Дзержинского. В это время на Москву противник часто совершал воздушные налеты. Курсанты занимались по 12 часов в день, а ночью дежурили на крышах домов академии для обезвреживания зажигательных бомб, от которых часто возникали пожары. В ноябре 1941 года техник-лейтенант Гацалаев заменил раненого командира дивизиона, умело организовал отражение фашистских самолетов. В декабре 1941 года он был награжден своим первым орденом Красной Звезды. В скупом на награды, тяжелом 1941 году это была высокая оценка его боевых заслуг. После окончания курсов в конце 1941 года и до конца Великой Отечественной войны Виктор Асламурзаевич находился в рядах действующей армии. Начал свой боевой путь под Москвой в составе Калининского фронта в должности заместителя командира 21-го отделения зенитно-артиллерийского дивизиона по технической части и закончил на должности командира зенитно-артиллерийского полка под Берлином в составе 1-го Украинского фронта. Учитывая отличные знания военного дела и волевые качества, опыт войны и командирскую струнку, командование досрочно присваивает Гацалаеву звание старший лейтенант, а затем капитан. Доверяет ему ответственные должности в зенитной артиллерии. В 1942 году Виктор Гацалаев воюет на Западном и Северо-Западном, в 1943 году на Воронежском и Первом Украинском фронтах. Проявляя личное мужество и отвагу, организовывал ответные удары по врагу, опираясь на математические расчеты в использовании огня зенитной артиллерии против авиации противника. Точные расчеты, производимые Гацалаевым, подавляли огненные точки и очень помогали нашим войскам. Ожесточенные бои на огненной Курской дуге проходили с 5 июля по 23 августа 1943 года. Только за первый день наступления фашистов над Курском зенитчики Гацалаева сбили 14 вражеских самолетов. В том бою он был ранен, контужен, но боевую задачу выполнял дальше. За подвиги в Курской битве капитан Гацалаев был представлен к званию Героя Советского Союза, но что-то помешало этому, и он был награжден орденом Красного Знамени. И еще один орден Красного Знамени получил он в битве за Днепр после освобождения города Киев в сентябре-октябре 1943 года.
Наступил 1944 год. Виктор Асламурзаевич Гацалаев назначается командиром 332-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, а затем командиром 1342-го зенитного полка. Из воспоминаний командира дивизии полковника Любимова. Инженер-майор Гацалаев в боях за освобождение города Тернополь проявил личное мужество и отвагу. Отлично организовал огнем зенитной артиллерии противодействие авиации противника, пытавшегося дезорганизовать боевые порядки наших войск. Дивизион под командованием Гацалаева сбил 11 вражеских самолетов, освободил боевых товарищей и спас сотни жизней солдат, прикрывая их прицельным огнем по противнику. В победном 1945 году майор Гацалаев со своим полком участвует в Висло-Одерской наступательной операции советских войск, в освобождении города Краков, в выходе на реку Одер, а затем в битве за Берлин. В боях под Берлином зенитчики Гацалаева сбили 21 фашистский самолет. Полку было присвоено почетное наименование «Берлинский». Многие офицеры и солдаты полка были награждены орденами и медалями. Майор Виктор Асламурзаевич Гацалаев вместо звания Героя Советского Союза, которому он был представлен, был награжден орденом Александра Невского. Сейчас трудно подсчитать количество выведенной им из строя боевой техники противника, подавленных огневых точек, взятых в плен вражеских солдат и офицеров. А еще труднее сказать, скольким бойцам Красной Армии он сохранил жизнь и тем самым сделал счастливыми их матерей, жен и детей. Светлый день Победы Виктор Асламурзаевич Гацалаев встретил в наступательных боях под городом Дрезден на боевом пути в Чехословакию. 7 число застало нас в районе Дрездена. Кончилась война, а я очень трудно там, тесное место, позиционный район трудно выбрать. И до поздней ночи я расставлял батареи. И вдруг ночью меня, значит, начальник штаба и заместитель по политчасти, и еще заместитель по строевой части подняли с этой самой с кушетки и говорят: товарищ командир, война кончилась. Я что-то буркнул и обратно лег. И вторично меня подняли и сказали: война кончилась. Вот тогда до меня дошло почти. После Великой Отечественной войны подполковник Гацалаев окончил высшие академические курсы при Академии имени Дзержинского и занимал ряд ответственных должностей в соединениях и округах Советской армии. Ему были присвоены воинские звания полковника, генерал-майора. Он был назначен начальником ПВО Закавказского военного округа, занимал должность командира зенитно-артиллерийской дивизии в Северокавказском военном округе, был начальником войск ПВО Прикарпатского военного округа. В 1965 году генерал-майор Гацалаев назначается на должность заместителя начальника войск ПВО сухопутных войск. Здесь в полной мере проявляется организаторский талант, высокая эрудиция, работоспособность Гацалаева. Это были годы перехода зенитных войск на ракетную технику, создания по существу новых частей и соединений, коренного пересмотра всей техники и оперативного искусства стратегии противовоздушной обороны. Со своими задачами Гацалаев справился успешно. Ему было присвоено высокое звание генерала-лейтенанта артиллерии. Виктору Асламурзаевичу Гацалаеву всегда было присуще стремление к образованию, науке, чувство нового.
Благодаря этому он достиг высоких результатов в военной науке, внес большой вклад в организацию ПВО советской армии. Им написаны учебники по опыту боев зенитной артиллерии в годы Великой Отечественной войны, сотни статей и научных трудов по тактике зенитно-ракетных частей сухопутных войск, по организации противовоздушной обороны. Гацалаев был личностью незаурядной, творческой, обладал высокими военными способностями, был талантливым военачальником. Но несмотря на высокие звания и должности, Виктор Асламурзаевич всегда был скромным, простым, доступным, трудолюбивым. Мир еще не гарантирован полностью. Если образно сказать, что в каком-то сейфе закрыта война, можно ее закрыть, то можно, очевидно, и открыть. И вот эти ключи находятся не только у нас, у нашего правительства, которое принимает столько усилий против этой войны, но находятся и у других. Из приказа на поощрение генерала армии Павловского. За многолетнюю и безупречную службу в рядах советской армии генерал-лейтенант Гацалаев показал себя высоко подготовленным, трудолюбивым, инициативным, опытным и зрелым руководителем. Работая в центральном аппарате сухопутных войск в должности заместителя начальника войск ПВО, товарищ Гацалаев вложил много труда, знаний и энергии в дело подготовки личного состава, повышения боевой готовности войск ПВО и дальнейшего совершенствования зенитно-ракетной техники. Что больше всего отец любил? Ну, наверное, любил простоту, функциональность, честность, порядочность. Любимая музыка его Бетховен, любимые писатели Толстой и Диккенс. Очень был увлечен историей, философией, географией. Практически всегда на столе, где он обычно садился по вечерам, была раскрыта карта мира. Он делал какие-то записи увеличительным стеклом, выискивал какие-то реки, дельты рек, заливы, равнины и так далее. Что-то помечал, что-то запоминал. Память у него была превосходная. В 1977 году генерал-лейтенант Гацалаев по состоянию здоровья и выслуге лет уволился из рядов вооруженных сил, но продолжал активно участвовать в военно-научной работе, в патриотическом и интернациональном воспитании молодежи, в работе ветеранских организаций. Он всегда поддерживал тесную связь с родной Осетией, часто приезжал во Владикавказ, родное Дегорское ущелье, встречался с родными, знакомыми, ветеранами и молодежью. Когда еще в Ноккаве жили люди, он долго бывал там, ходили на рыбалку, любил он очень. Ходил там по берегу, он рассказывал. Он у нас в Чекале несколько раз встречался с молодежью. Он очень любил, даже спрашивал, как в колхозе, как в районе. Ну, мы ему все рассказывали. Ему было это очень приятно. До конца, до последнего года, когда его не стало, он каждый год бывал в районе, на родине, в Динаге. Он даже завещал, чтобы его похоронили там, на родине. Ну, посоветовались, все-таки здесь, на Аллее Славы. Был один такой случай, когда ему дали уже генерала, это был уже 61 год, он приехал в свое родное село. Там, как полагается, сделали ему небольшой куфт,
И уже когда все гости собрались, ну, в селе, вот, все сельчане, в котором он вырос, его отец, Аслан Мурза, не садился за стол. Ему говорят, ну, Аслан Мурза, ну, садись-ка, если не вы, кто еще сядет за стол? Он так посмотрел на своего сына, уже генерала, и не садится. Сын генерал это понял, взял в руки кувшин и начал обязанности младшего. И наливали им пиво. Его сослуживцы, 2 полковника, обратно вернулись в Москву. И когда они это рассказали, увиденные, как генерал обслуживал сельчан, они, говорят, даже не покормили генерала. А он, говорит, весь день стоял на ногах. Вот такой он был, таким он был человеком. Ahmet Sarday doğumayın sey Hazari açı bomba açı oyunu kes. Yattı o hanlak açı minki oy Karatsuday. Ma kabarustur buna tarahasta. Yona anzdar otan attı ma çubonu da olafın bonu kuyda ali anzdar da manarda ma arçayı da golari gavkak skolama. Yomi suvalın tahur kota sama yahur kota yonsa sama rasna atballa onsa. Kabarustur fatni vaqta Айда гацулати мукаганна, фалагас раубастамет коман. Виктор Асламурзаевич Гацалаев ушел из жизни 24 сентября 1994 года в Москве. Похоронен во Владикавказе на Аллее Славы. Я очень долго и до сих пор переживаю о том, что мы с ним не договорили, о чем-то мы с ним не побеседовали, о чем-то, может быть, совсем сокровенном. Есть моменты в жизни, тяжелые моменты жизни, когда я мысленно обращаюсь к нему, и, может быть, отчасти мне это помогает в тяжелые периоды моей жизни. Родителей всегда не хватает, когда их нет. Надо ценить всегда родителей, когда они с вами рядом. Его в последний путь проводили тысячи и тысячи людей. Он ушел с сознанием хорошо исполненного долга перед Родиной. Пусть Виктор живет и будет жить в сердцах наших. Назардидар, Назундидар, Нагуттактидар Алкаттар Царзанай Виктор. Школа-интернат селения Мацута носит имя великого генерала-лейтенанта артиллерии Виктора Асламурзаевича Гацулаева. Мы гордимся этим человеком потому, что он был воспитанником и выпускником нашей школы. Каждый год 10 сентября мы проводим юбилейные вечера, памятные вечера в честь этого великого человека. Говорим о его боевом пути, о его великих подвигах, о его высоком авторитете в сухопутных войсках. Виктор Асламурзаевич Гацулаев
был не только прославленный полководец, но был он истинный гражданин своей малой родины, своей большой родины России. О нем написано очень много. Всегда он говорил о том, чтобы молодежь наша воспитывалась в духе преданности своей родине, любви, уважению к своим старшим. Он, как большой человек, себя вел очень скромно. Он был доступный, всегда находил язык со своими собеседниками. Можно сказать, что его талант, его энергия вдохновляла многих его сограждан. Многие брали от него пример служения своей родине, отчизне. Дай Бог, чтобы у нас в Осетии побольше было таких людей. Вот руководству республики я бы посоветовал, чтобы хотя бы улицу, нигде ничего, никакого проулка нету. Ну, и чтобы вот память, чтобы осталась. А молодежи я бы пожелал вот именно вот путь Виктора Асламурзаевича, чтобы вот изучали и по этому пути любили свою родину. И дай Бог, чтобы они были вторыми Гацулаевыми. Такие люди не умирают, они уходят в бессмертие, остаются в памяти нынешних и грядущих поколений, наследников боевой славы Осетии.